Залесье такое, называется, Чаусского района, это Могилевская область. Вот. И у нас были такие чутки, у деревни ходили, что вот забирают молодых хлопцев, что вот война началась, а для 5-летнего ребенка что это значит война? Это вот ходили без настроения, ходили заплаканные эти батьки. Ну вот что-то такое случилось, понимаете? Но в то время ни радио, ни телефонов, никакого сообщения, ничего никто у деревни никто не доносил. Немцы наступают там возле Могилева, там где-то бомбят, убивают, понимаете? Вот это вот сообщение было для этих пожилых людей, которые в деревне работали. И вот вечером приезжали на лошадях, ну, как это говорят, как гонцы из военкомата тому сказали, чтобы завтра к 6 часам вы были в военкомате. Пешком. Чтобы были и все. И они утром уходили. Их никто уже из односельчан, их уже больше никто не видел. И они как ушли, так некоторые и не вернулись. Маминых 3 брата погибли на фронте. Бабушка получала за их, ну, в то время не знаю сколько, может, каких 23 рубля, чи сколько денег вот за это, за погибших. Батька мой пришел, он был не строевой, сразу не брали их, потом их уже на сборы забрали. Что его 1 класс было образование церковной школы окончил, а у мамы не было ни одного класса образования. Человек такой, который, ну, у немцев наш, деревенский, он прислуживал один, он все сообщал, у кого какая семья, что в его можно забрать. Они набросились сразу на скот. Свиней забрали, на телегу на эту, на какую-то, и поперли. Говорят, ой, немцы сейчас уже вот у Бродах, в соседней деревне, вот у Залесья сейчас приедут, сейчас тут. И все попугались, ну что ж за немцы, что ты знаешь. И наши люди пошли в лес прятаться. И мы тоже. И батька еще с нами был в то время, понимаете. Он и там еще соседские, в общем, выкопали такую бункер такой большой, вот, ну, на низ наложили голля этого. И мы там, наверное, 3 недели жили. Это был октябрь месяц, где-то такое вот. Ну, что там, что есть и было. Коровы же уже не было, а жили мы в лесу. Ну, там разжигали костер. Стало холодно очень. И стали бабки старенькие приходить в деревню, поглядеть, что это за немцы такие. И они, знаете что, где большая хата, и они стерли это и замок, поселились и в нашей хате, и у бабушкиной. И стали приходить эти бабки старенькие сюда. А потом начали и мы потихоньку приходить уже. А мы тогда и поместились в соседке уже у бани в этой, жили в этой. Ну, лишь бы трошки теплее было. И даже мы пришли с своей двоюродной сестрой, мама будет сказать, вы, может, дети сходили, поглядели возле хаты, мы же недавно оттуда, может, цыпляты наши еще ходят. И мы отправились вдвоем из Юрина. Знаете, когда вот доски отрезаешь, вот косячок, схватил, взял такой косячок и как бросит, и мне его сюда прогнать хотели. А другие тогда тоже. И этой мане по ногам. Тая кровью залилась, и мы плачучи побегли скорее туда уже. Мама и эти люди уже говорят, не ходите вы больше, а кто ее знает, говорит, чуть голову не пробили.
Вот так смеялись. И мы тогда жили у бани. Дальше, наверное, какой-то был приказ. Наш староста сказал, что будут эвакуировать. И у нас на 3 семьи была лошадь, где не только мы, там еще были у деревни тоже на лошадях несколько. И мы за 4 километра у соседней деревни поехали, где был, как говорится, дорога такая. У нас там образовался обоз. Нас погнали. Как только вечер наступает, нас где-то останавливают возле дороги, где жилье есть чье-то. И мы доехали, Клецкий район. Нам все время говорили, что нас загонит у Пинские болота. И свернули, знаете, сколько там, километров 5-6 ехали просто по деревенской такой дороге. И доехали мы до Кунцевщины, 2 семьи. И мы там до Нового года жили в этой хате. Дров не было у нас, кто нас там обеспечил. Там. Одна женщина стала чаще приходить, у их детей не было. А мы ж малые все. И она предложила нам свое жилье. Они вдвоем только с мужем жили. И мы туда перебрались. Она говорит, я вам дам маленький покойчик. Мы там жили у них. Так вот, эта женщина, эти люди, они нас просто спасли. И еще, знаете, много в то время неизвестно, что было. Были и полицаи. Но они приезжали в любую хату, и что им надо было, то и они брали. Понимаете? Я считаю, что если это партизаны, им что надо? Им полушубки надо, им валенки надо. И они ходят по лесах. А полицаи, если приезжают, они глядят постилки, там, что-нибудь такое, всякое. И вот мы жили, пока не кончится война. Я вот помню, в одно утро приезжают на лошадях почему-то молодые хлопцы и будут сказать, мамаши, война окончилась. Все от радости плакали. Не плачьте, война кончилась, все. И мы тогда, знаете, что бабушка говорит, знаете, пойдемте на ту дорогу, а вечером и ночью все бомбили, все стреляли, небо было все такое, и мы все куда-то прятались, боялись чего-то, понимаете, а утром потом пошли на ту дорогу, бабушка говорит, пойдемте, начали идти, танки шли какие-то. В общем, где-то через некоторое время мы начали собираться, ехать к себе домой. Мы поехали, ехали, и приехали мы сюда, в свой район. У нас поле все было перекопано у траншеях, у блиндажах, у бункерах. И у нас было поле заминировано, и дома были, знаете, почти все без крыши. Снаряды летели, осколки. В основном без каменов, без окон, без дверей. А немцы еще брали себе, строили блиндажи. Им надо было все это, всякое оборудование, всякую всячину, все. Нашему батьку в деревне завидовали, потому что у нас было только 3 детей, все получили среднее специальное образование. Нас сюда прислали 2 в Островец. Сразу я приехала, и ехала же в разведку, как всегда, узнать, что тут за Островец. Это был 57-й. Вот принимай детский сад, 1 группа всего была. Это 25 мест. Прошло год,
ці два яких, мы открыли еще одну группу. Потом уже, вот поглядите, добавилось уже штатное расписание на одного человека. Уже на кухне стали уже вдвоем работать, а то повары на и воды, и на и дров, и на и залу вынести, и воды, ай. Тогда уже там и воспитатель добавился. 53-го года это такое время было тяжелое. Я знаю, там меня на родине. Там же все вручную делали. Там же все люди, они же, они так все работали, они вот любили свою эту землю, вот и все, чтобы у них было в порядке. Никогда ни одна не отказалась, что она не пойдет жать или косить, он не пойдет, этот человек. Вот почему это такое вот у людей, вот у нас, вот их и правду говорят, что у белорусов именно такое вот отношение вот к этой земле, к этой труду, к этому. И вот до 53-го года это же все разбито было, и надо было восстановить много чего. Это Минск разбили, Могилев разбили. Какие там Течаусы у нас райцентр, там же ничего абсолютно. Или взять деревню эту нашу несчастную. Все распотрошили, разбили, а люди же все это сделали. И все теперь вот это благодаря этому нашему президенту, что он его силами всеми, как я вам другие раз